Добрый день, уважаемые коллеги! Коми Республиканский институт развития образования продолжает серию вебинаров в поддержку дистанционного обучения. К нам поступают вопросы о том, как правильно организовать дистанционное обучение в образовательной организации, какие нормативно-правовые аспекты необходимо учитывать, какие нормативные документы необходимо разработать образовательной организации. Вот сегодня мы с вами об этом поговорим. Мы обобщили те рекомендации, которые сегодня дает нам Министерство просвещения Российской Федерации, те инструктивные письма, которые направило Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и некоторые другие рекомендации мы вам сегодня представим. Но прежде всего, конечно, нужно говорить о том, что в качестве нормативных оснований для использования дистанционных образовательных технологий электронного обучения в целом во всех образовательных организациях выступают Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, Федеральный закон о персональных данных, Федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, Федеральные государственные образовательные стандарты, Приказ Минобрнауки от 23 августа 2017 года об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Также в качестве оснований нормативных выступает паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», постановление правительства Республики Коми от 5 июня 2015 года о государственной информационной системе «Электронное образование», паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда Республики Коми», положение о единой информационно-образовательной среде Республики Коми и методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, которые разработаны буквально недавно Министерством просвещения Российской Федерации. Прежде всего, давайте определимся с основными понятиями. Закон об образовании в Российской Федерации в статье 16 описывает, как необходимо организовать реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. И раскрываются термины. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающие передачу по линиям связи указанной информации и обеспечивающие взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются те образовательные технологии, которые реализуются в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном, то есть на расстоянии, взаимодействии обучающихся и педагогических работников. То есть эти понятия во многом близки друг к другу, где-то они даже пересекаются, но тем не менее это все-таки понятия разные. Дистанционные образовательные технологии предполагают именно опосредованные взаимодействия на расстоянии. Также в статье 16 говорится о том, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, то есть Министерство образования и науки Российской Федерации, сейчас это Министерство просвещения. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязательно должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды. Эта среда включает в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств. И эта среда обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, независимо от места нахождения обучающихся. Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки и реализации образования программ, по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения дистанционных образовательных технологий, утверждается Министерством просвещения. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или ее филиала, независимо от места нахождения обучающихся.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную деятельность, в обязательном порядке обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года номер 816 утвержден порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Некоторые выдержки из этого порядка у нас приведены на слайде. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализует образовательные программы или их части с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, предусмотренных Федеральным законом об образовании в Российской Федерации, формах обучения или при их сочетании. И могут осуществлять это при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой или государственной итоговой аттестации обучающихся. При этом организации в обязательном порядке доводят до участников образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 24 марта 2020 года в образовательные организации и руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, было направлено письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о некоторых вопросах организации образовательного процесса в условиях режима повышенной готовности. Некоторые выдержки из этого письма я приведу. В письме отмечается, что в условиях режима повышенной готовности, определенных указом главы Республики Коми от 15 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности, рекомендуется осуществлять работу в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком, а именно в сроки, определенные календарным учебным графиком, организовать и провести каникулы, то есть плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей, то есть тот период, в который образовательная программа не реализуется, и в сроки, определенные календарным учебным графиком, организовать до особых указаний обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. При этом особое внимание необходимо обратить на организацию образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. В данных условиях необходимо составить особое расписание для всех классов, групп и разработать алгоритм взаимодействия всех участников образовательных отношений. При этом отмечается, что в зависимости от наличия у участников образовательных отношений, то есть у обучающихся, да, их родителей, педагогов, материально-технических условий, к чему относится наличие компьютерной техники и выхода в сеть интернет, следует предусмотреть следующий алгоритм взаимодействия и способы доведения информации до каждого участника образовательных отношений. Во-первых, это формирование расписания на конкретную дату. Размещаться расписание может на сайте образовательной организации, в ГИС-ЭО, через СМС-оповещение может быть доведено, либо через телефонное оповещение, либо какими-то другими способами. Мы с вами на предыдущем вебинаре сегодня рассматривали сервисы Google, с их помощью также это можно организовать. Во-вторых, очень важно организовать информирование обучающихся родителей, законных представителей о перечне занятий, запланированных на конкретную дату. Сделать это можно также посредством сайта образовательной организации, через ГИСЭО, через СМС-оповещение, телефонное оповещение и другими способами. Очень важно определить объем обучающей информации и способы ее передачи по конкретному уроку и занятию. Это может быть в формате видеоурока, это может быть разработка занятия в электронном виде, это может быть использование электронного учебника, индивидуальной консультации, консультации с учетом мнения родителей и так далее. А далее мы с вами организуем задание, которое передаем либо посредством ГИСЭО, через СМС-оповещение, через телефонное оповещение и так далее, либо с помощью сервисов Google, о которых мы в нашем сегодняшнем вебинаре говорили. Очень важно определить формы обратной связи обучающегося с учителем, предметником, с педагогом и получение консультации по выполняемым заданиям. И для этого также может быть предусмотрена возможность ГИСЭО, СМС-оповещения, телефонного оповещения, индивидуальной консультации с использованием различных технологий, да, например, через Skype-технологию, через трансляцию в социальные сети и так далее.
И очень важно организовать работу горячих информационных линий управления образования, образовательных организаций по вопросам организации дистанционного обучения. Сегодня уже каждое управление образования такие горячие линии организовало. Информация о телефонах, по которым можно обратиться, размещена на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в соответствующем разделе «Дистанционное образование». Далее здесь обозначены в этом письме рекомендации. На основании вышеизложенного необходимо руководителям образовательных организаций активизировать разъяснительную работу со всеми участниками образовательных отношений, в том числе и по вопросу, что образовательная организация открыта для индивидуальной работы с обучающимися, составить расписание для каждого класса и группы с учетом имеющихся кадровых и материально-технических, в том числе интернет-ресурсов, обязательно осуществлять ежедневный контроль за реализацией образовательной программы и объемами заданий обучающимся, то есть чтобы этот объем заданий был адекватным, посильным для ребят. Очень важно предусмотреть форму обратной связи с обучающимися и обеспечить в период каникул занятость обучающихся с учетом действующей ситуации и организовать контроль. Как все эти рекомендации мы с вами можем выполнить? Мы можем взять за основу методические рекомендации, разработанные Министерством просвещения. Они размещены на сайте Министерства просвещения Российской Федерации, здесь ссылочка представлена. В этих рекомендациях представлена примерная модель реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Но хочу отметить, что в этих рекомендациях также представлены и рекомендации по реализации образовательных программ среднего профессионального образования. Но мы с вами рассмотрим только раздел, касающийся начального общего, основного общего, среднего общего образования. Итак, организация, которая осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования или по дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий, разрабатывает и утверждает локальный акт, приказ или положение об организации дистанционного обучения. В этом локальном акте определяется в том числе и порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, индивидуальных консультаций и проведение текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам. Далее мы с вами рассмотрим пример такого положения, и мы примерное положение тоже вам покажем. Организация формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и, обратите внимание, сокращение времени проведения урока до 30 минут. Это связано с санитарными нормами, потому что ребенок не может проводить за компьютером больше указанного времени. Информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, с графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам и графиком консультаций. И обязательно обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме. Выбор родителями, законными представителями обучающегося формы дистанционного обучения по образовательной программе, а также по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается документально. Обращаю ваше особое внимание на это, то есть должно быть наличие письменного заявления родителей или законных представителей. Достаточно одного. При реализации образовательных программ, а также дополнительным общеобразовательным программам с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий, образовательной организации рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы или учебные планы в части форм обучения, например, лекции или онлайн-консультации, и технических средств обучения. В соответствии с техническими возможностями образовательная организация организует проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или на иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов. Педагогическим работникам образовательной организации при реализации образовательных программ рекомендуется планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания. Мы на предыдущем вебинаре рассмотрели несколько примеров, как можно использовать сервисы Google для создания таких заданий. Очень важно педагогическим работникам выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций. И при необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий руководителю либо иному уполномоченному должностному лицу образовательной организации рекомендуется взять на себя организацию ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации обучающихся и обучающихся с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий, а также тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном процессе. То есть эту статистику необходимо вести ежедневно. Министерство просвещения опубликовало на своем сайте вот такую инфографику о том, как организовать дистанционное обучение. И сейчас мы ее поподробнее рассмотрим. Первый шаг, который рекомендуется, выбрать удобную для вас онлайн-платформу. Это может быть школьный портал, это может быть образовательная онлайн-платформа, это могут быть социальные сети. Есть уже достаточно большой круг рекомендаций по выбору общеизвестных онлайн-платформ, та же Российская электронная школа, платформа Учи.ру, платформа Я-класс, платформа Яндекс Учебник, о которых мы уже рассказывали на наших предыдущих вебинарах. Второй шаг – составление расписания занятий на каждый день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, дифференцируя этот план по классам и сокращая время проведения урока до 30 минут. При этом важно планировать свою деятельность с учетом системы дистанционного обучения и создавать простейшие, нужные для обучающихся задания. Третий шаг – информировать обучающихся и их родителей о предстоящем дистанционном обучении. То есть мы должны предоставить ссылки на ресурсы, где будет проходить обучение, ознакомить с расписанием занятий, предоставить график проведения текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам и информировать об организации ежедневного мониторинга фактического присутствия обучающихся. Четвертый шаг – это обязательно организация обратной связи. Это могут быть дополнительные точечные консультации для тех, кто не разобрал материал. И очень важно выражать отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудиорецензий, а также устных онлайн-консультаций. Справочник руководителя образовательного учреждения в третьем номере за 2020 год публикует следующий план организации дистанционного обучения, разбитый по задачам, по ответственным и по тем документам, которые в итоге будут разработаны. Первая задача – разработка и утверждение локального акта об организации дистанционного обучения. Как документ – это положение о дистанционном обучении. Вторая задача – формирование расписания занятий на каждый учебный день по учебным планам по каждой дисциплине. И как документ выходит расписание занятий. Третья задача – информировать учеников и их родителей об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях, ознакомить с расписанием занятий, графиком проведения контроля и графиком консультаций. Документ – журнал ознакомлений. Четвертая задача – учитывать результаты образовательного процесса в электронной форме в электронных журналах. Пятая задача – взять с родителей и законных представителей учеников заявление о выборе формы дистанционного обучения. В качестве документов заявления от родителей классные руководители это выполняют. Шестая задача – внести необходимые корректировки в рабочие программы, учебные планы в части формы обучения и технических средств. Седьмая задача – организовать учебные занятия, консультации, вебинары на школьном портале или иной платформе. Использовать при этом электронные образовательные ресурсы, выражать свое отношение к работам учеников с помощью текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций. При необходимости интегрировать формы обучения, например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. И в качестве документа выступать конспект урока. И восьмая задача – организовать ежедневный мониторинг. Документ, журнал мониторинга. Итак, мы с вами сказали, что очень важно, чтобы в образовательной организации было разработано положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Здесь представлена примерная структура подобного положения, и мы рассмотрим основные какие-то моменты, которые в этом положении необходимо отразить. Первый раздел – общие положения. Второй раздел – это компетенция школы при применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Третий раздел – учебно-методическое обеспечение. Четвертый раздел – техническое и программное обеспечение. Пятый раздел – это порядок организации электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий. В положении очень важно прописать цели, в которых применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. В качестве целей может быть обозначено предоставление обучающимся возможности осваивать образовательные программы независимо от места нахождения и времени, повышение качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также увеличение контингента обучающихся по образовательным программам, реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
В разделе «Компетенция школы» при применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий важно отметить, что школа вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в предусмотренных федеральным законом об образовании в формах получения образования и формах обучения при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной итоговой аттестации обучающихся. При этом школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, обеспечивающие возможность их правильного выбора. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий школа обеспечивает соответствующий уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административных, хозяйственных работников, оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия и учебных занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе или в электронно-цифровой форме. При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий школа самостоятельно или с использованием ресурсов иных организаций создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме, независимо от места нахождения обучающихся, и обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осуществляется организацией самостоятельно, а также контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. При этом школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся, независимо от места нахождения организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, которой предоставляется открытый доступ через информационную телекоммуникационную сеть интернет. Освоение обучающимися образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов обязательно подтверждается документом об образовании или о квалификации, либо документом об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. То есть, если это в вашем положении прописано, то действительно вы можете зачитывать результаты прохождения ребятами онлайн-курсов. Далее, в разделе «Учебно-методическое обеспечение» описывается то учебно-методическое обеспечение, которое вы используете с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включая электронные информационные образовательные ресурсы и задачи, которые должно обеспечивать учебно-методическое обеспечение. Это организация самостоятельной работы, включая обучение и контроль знаний, тренинг и так далее. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса входят сценарий обучения, рабочие программы, методические указания и так далее. Тоже все это должно быть в положении прописано. И когда вы описываете порядок организации электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий, нужно отметить, что выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или родителями, законными представителями по согласованию со школой. И перечисляются такие виды учебных видов деятельности, которые могут быть реализованы с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Отмечается, что ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным заполнением необходимых документов и ведется документация, заполняется журнал успеваемости и выставляются в журнал отметки. Также в порядке прописывается рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, которая не должна превышать 15 минут для обучающихся в первых-четвертых классах, 20 минут в пятых-седьмых, 25 минут в восьмых-девятых и в десятых-одиннадцатых классах. На первом часу учебных занятий возможно 30 минут, на втором 20 минут. На сайте Министерства просвещения Российской Федерации выставлены также рекомендации по безопасной работе за компьютером и планшетом для школьников, которые вы можете ребятам передать. И советы по организации учебного процесса в домашней обстановке для ребят и для их родителей.
Уважаемые коллеги, мы предлагаем вам также воспользоваться теми ресурсами, которые разработаны на сегодняшний день, да, вот в частности, план организации дистанционного обучения, который предложен в журнале «Справочник директора школы», и примерное положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. Все эти документы мы прикрепим вместе с презентацией под видеозаписью нашего вебинара. Уважаемые коллеги, вот таким образом мы с вами организуем нормативно-правовое обеспечение перехода на дистанционное обучение.